Например, в случае стихийных бедствий страховая компенсация, в зависимости от серьезности ущерба, может частично или даже полностью покрыть расходы на ремонт и восстановление поврежденного имущества. Это может быть хорошим подспорьем в качестве подъемных средств. Что касается ОСАГО, то минимальная стоимость страхования составляет 1700 сомов, а страхование самых дорогих автомобилей будет стоить без малого 4500. Штраф за отсутствие страхового полиса составит 2000 сомов. При условии наступления страхового случая государственная страховая организация может выплатить до 700 тысяч сомов. Если в ДТП человек получил инвалидность, размер компенсации составит до 300 тысяч сомов. 12 марта в Аше произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, вызвавшее разрушение жилых домов и общественных зданий. Толчки ощущались не только в самом городе, но и в прилегающих районах. Хотя, к счастью, жертв среди населения не было, ущерб был нанесен 18 школам и 11 детским садам, а также частным домам. Пострадал дом и Гульнары Маматовой. Трещины образовались практически в каждой комнате. Наш дом был построен в 1995 году. Во время землетрясения я была на работе. Потом внуки мне сказали, что дом начал разрушаться. И я быстро пришла. Повреждения есть во всех комнатах. У меня была оформлена страховка на жилье, и я надеюсь получить компенсацию. Для ликвидации последствий стихийного бедствия был создан оперативный штаб во главе с заместителем министра чрезвычайных ситуаций Акылбеком Мазариповым. Замминистра встретился с местными жителями. Были осмотрены дома, социальные и инфраструктурные объекты, пострадавшие от землетрясения. По итогам были даны соответствующие поручения всем службам. 12 марта в 9 часов 11 минут в Аше на территории Карасуйского района Ошской области произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. В селе Мады пострадали жилые дома. В связи с землетрясением по поручению министра чрезвычайных ситуаций генерал-майора Баубека Аджикеева создан оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты. Пострадали в основном старые здания, а также те, которые были построены на скорую руку без соблюдения необходимых норм. Эксперты отмечают, что ситуация вновь акцентирует внимание на необходимости страхования жилья, особенно в сейсмоактивных районах Кыргызстана. Несмотря на частые природные катаклизмы, большинство жителей страны не имеют страховых полисов, что значительно усложняет восстановление после таких происшествий. Случаи, как в Аше, показывают, что даже минимальные разрушения могут стать тяжелым финансовым бременем для семей. Сейчас в стране зарегистрировано более 1 200 000 жилых домов, и на сегодняшний день страховые полисы оформили 22% от их общего числа. В сельской местности стоимость страхового полиса составляет 600 сомов в год, в городе 1200 сомов. В случае наступления страхового случая владельцы жилья в сельской местности могут получить компенсацию до 500 тысяч сомов, а в городе до 1 миллиона. Окончательная сумма выплаты определяется после оценки ущерба. Если в 2022 году количество застрахованных жилых объектов превышало 118 тысяч, то к марту этого года этот показатель достиг 279 тысяч. Государственная страховая организация в прошлом году выплатила пострадавшим гражданам 40 миллионов сомов. С начала этого года уже освоены 6 миллионов сомов, однако выплаты выделяются только на основании заключения специально созданной комиссии. При наступлении страхового случая выезжает комиссия, оформляет страховой акт, акт о страховом случае, и производится расчет по методике, утвержденной постановлением Кабинета министров. Больше либо меньше выплатить мы не можем, потому что постановление Кабинета министров – это нормативно-правовой акт, который обязательно для исполнения на всей территории Кыргызской республики. Вместе с тем мы стараемся оказывать поддержку и помощь нашим клиентам, гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Накануне Джогурку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, обязывающий граждан оформлять страховой полис при совершении сделок с недвижимостью. Согласно новому закону, при совершении сделок с недвижимостью или при государственной регистрации прав и ограничений на недвижимое имущество в перечень необходимых документов включается страховой полис. Любая сделка купли-продажи с недвижимостью должна быть невозможно произвести без страхового полиса. И в связи с этим интерес населения вырос, и количество застрахованного жилья тоже выросло.
С 1 июля предусмотрены штрафы за отсутствие полиса ОСАГО для физических лиц 3000 сомов, для юридических 13 тысяч. Базовый тариф страховки для всех 1680 сомов. Общая же стоимость полиса зависит от вида транспорта, объема двигателя, числа водителей, допущенных к управлению, страны регистрации авто и так далее. Такая распространенная машина, Toyota Camry, допустим, которая 2,5 объем, она где-то обойдется 2300 сомов в год. Это в год, это цены в год, при том, что страховая компания обязуется при этом за эту сумму годовую возместить ущерб до 3, имущественный ущерб до 3 автомашин. Допустим, если потерпевшими оказывается 3 автомашины, по каждой из них мы выплатим до 150 тысяч сомов, по каждой из них. Плюс есть ущерб здоровью потерпевших, если будет гибель, не дай бог, то до 300 тысяч сом будет выплачено. Если получит инвалидность, там по категориям, там 200, 150, 100. И если травмы какие-то, кратковременная потеря трудоспособности и так далее, то тогда будет 100 тысяч сом, до 100 тысяч сомов. Также страховая организация внедрила нововведение. Специальные сертификаты ОСАГО призваны обеспечить гражданам финансовую защиту в случае дорожно-транспортных происшествий. Стоимость такого сертификата 3000 сомов. Его можно приобрести не только для себя, но и в качестве подарка для близких. Преимущество сертификата. Сертификат покрывает 2 вида страхования. ОСАГО 2000 сомов. Если ОСАГО компенсирует ущерб, причиненный третьим лицам в случае ДТП, на оставшуюся сумму можно приобрести полис страхования от несчастных случаев. То есть это дополнительная защита на случай неожиданных происшествий. С начала года было произведено 32 страховые выплаты на сумму более 3 миллионов сомов. Таким образом, страхование жилья и авто – это важные аспекты финансовой безопасности для владельцев имущества, которые позволяют получить необходимую материальную помощь в чрезвычайных происшествиях и в скорейшие сроки восстановить имущество. Елена Ткаченко, Адилет Эшкуджо, Алато 24. Итоги недели.